Друзья, всем привет! Ну что, теперь уже официально. Путин. Об этом говорит Международный уголовный суд, который выписал ордер на арест Путина и вот этой его подручной Марии Львовой-Беловой, которая якобы у них занимается правами детей, а на самом деле занимается самым гнусным возможным военным преступлением, воровством детей, украинских детей и просто геноцидом. Сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал. Только здесь самый быстрый, самый четкий разбор, где вы можете все легко понять и где будут ответы на все ваши вопросы. Сегодня я построю, давайте, это видео в виде ответов на те вопросы, которые возникают. Итак, что произошло? Международный уголовный суд в Гааге, на английском языке International Criminal Court, в Гааге, друзья, именно там, где должны судить таких военных преступников, выписал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В принципе, заслуженный финал президентской карьеры Владимира Путина, и здесь все правильно. Теперь давайте, что такое Международный уголовный суд? Международный уголовный суд — это международный суд, который рассматривает военные преступления, преступления геноцида, преступления против человечности. То есть он специально создан для этого, для таких преступлений, самых тягчайших. Он постоянно действующий и создан он в соответствии с так называемым Римским уставом. И входят в него страны, которые этот Римский устав подписали и ратифицировали. Еще раз, здесь и то должно произойти. И подписание, и ратификация. Например, интересно, Россия подписывала уже в 2000 году при президенте Путине, между прочим, Римский устав, но никогда его не ратифицировала. Всего таких стран 123 в мире. Вот вы можете видеть карту этих стран в мире, которые входят в Международный уголовный суд. Что значит выписан ордер на арест? Именно это и значит, что если Путин появляется на территории этих стран, то наручники и в Гаагу. И дальше будут с ним разбираться. Все серьезно, друзья. Идем дальше. Многие, глядя на карту мира, еще вопрос, можно сказать, что многие большие страны его не подписали. Это правда. Такие страны, как Китай, Индия, Соединенные Штаты Америки, это отдельная история. И ряд других больших стран его не подписали. Но, как вы видите, его подписала практически вся Европа. Он подписан практически всей Америкой, континентами, кроме США, континентом Америка, странами на этом в Южной и Северной Америке, кроме США, и большей частью Африки. Это интересно, и вот теперь переходим к следующему вопросу. А какие же последствия это будет иметь? Уже не юридические. Потому что мы понимаем, что, наверное, вряд ли в ближайшее время Путин решит тут появиться во Франции, и где его сразу должны будут задержать. Это произойдет навряд ли. Поэтому, что же вот практически это означает? Практически это означает, конечно, углубление международной изоляции Путина и путинского режима. Кроме тех стран, которые и так уже, собственно говоря, вводят санкции против России, то есть для них ничего нового, но и в них усилится. То есть для Франции, для Британии, для Германии, для таких стран, для Венгрии, для Сербии, которые подписанты, и для других стран. Это, уже черная метка. И сложно будет там найти политика, который попробует оправдывать Путина. Потому что это просто подозреваемый человек в тягчайших преступлениях, против которого выписан международный ордер. То есть это уже только совсем маргиналы. Но я хочу обратить ваше внимание на другие страны. Еще раз, Африка, где Россия отчаянно пытается сохранить позиции, как где там носился Лавров, и куда в Зимбабве прилетал Лукашенко, которого провожали там с козой, и другие. Путину уже и там теперь не появиться во многих странах Африки, в том числе, например, в ЮАР, за которой они активно борются за его позицию. Поэтому, конечно, это серьезно углубляет международную изоляцию путинского режима. Но и я про Африку говорил, но если возьмем Азию, там тоже есть очень интересные страны. Например, Таджикистан. Это официальный военный союзник России по ДКБ. Организация договора коллективной безопасности. Вот мне интересно теперь посмотреть. Еще недавно Путин, вот уже после вторжения в Украину, прилетал туда. Сегодня он уже туда прилететь не сможет. И если он прилетит, он должен быть арестован. Как дальше президент Таджикистана будет общаться с Путиным, интересно будет посмотреть.
Какая реакция России? Ну, здесь все понятно. Мария Захарова, ее там протрезвили, и она вышла и сказала, что им на все наплевать, мы не подписанты, вообще для нас он ничтожен. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому с данным органом Россия, повторяю, не сотрудничает, а возможно, там что-то такое, там, какие-то рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными. Нам все равно, значит, тут, в общем-то, сомнений нет. Какие внутриполитические последствия могут быть в России? Понятно, что там есть группа Мария Львова-Белова, преступница еще одна, Шойгу, Лаврова и прочие, которым деваться некуда. Но для многих там бизнес-элиты это, конечно, тоже сигнал. Сигнал, что все летит в пропасть. И человек, против которого выписан международный ордер на арест, не самый лучший собеседник, друг, товарищ и покровитель. Поэтому это очень хороший и важный шаг в направлении увеличить давление на окружение Путина, чтобы показать им, что приближается момент, когда уже для них будет выгоднее избавиться от Путина, и это будет менее рисково, чем оставаться с ним, когда он их тянет в пропасть. Что дальше? Дело в том, что в Международном уголовном суде это не единственное дело. По данным, которые мы имеем, там два дела. Одно дело по депортации людей, в первую очередь детей, то есть просто крадут детей. Представляете, какие, это... Вот мы все, если вы, кто смотрите меня, не родители, то вы точно дети. Представляете, какое жуткое преступление просто украсть детей, оторвать их от их семей, потому что там они не только, они детей-сирот, забирают, что это тоже, безусловно, преступление, но и детей, у которых есть родные и близкие, они их забирают и с целью из украинских детей сделать россиян, а потом кинуть убивать украинцев. Какая человеконенавистническая вообще эта идея и насколько жуткое преступление. Но кроме этого преступления, которое они совершают, есть еще одно, которое в Международном уголовном суде, а именно сознательное уничтожение украинской гражданской инфраструктуры. Мы пока не знаем, какие там предпримет шаги Международный уголовный суд. Будем следить. Но интересно. Думаю, Шойгу, Суровикиным и прочим Кадыровым, Пригожиным приготовятся. Интересно. Будем следить за развитием событий. Что будет конкретно по этому делу? Здесь, друзья, особо нам сегодня дальше ждать новостей не приходится, потому что Международный уголовный суд не рассматривает дела заочно. То есть теперь Международный уголовный суд ждет, как ему участники этого суда, эти страны, передадут ему задержанного Владимира Путина. И тогда начнется уже на скамье подсудимых в Гааге расследование его дела. То есть пока суд сказал, да, у нас есть достаточно оснований считать, что он виновен, поэтому мы хотим его задержать и начать по нему суд. Пока он не будет задержан, суд не продолжится. Уверен, наступит этот день. И он придет и будет сидеть на скамье подсудимых. Друзья, мне кажется, важное видео. Поделитесь им. Сегодня у многих вопросы о том, что это значит. И вот сейчас я так сжато собрал вам ответы на все вопросы. С вас лайк, шер, комментарий, подписка. Вы знаете, держим строй.